Музей археологии и этнографии – уникальное культурное место в Уфе. Здесь есть экспонаты из чистейшего золота, кости мамонта и настоящий метеорит. Музей находится на месте бывшего зимнего сада особняка, построенном для уфимской купчихи Елены. Здание невероятно красивое и снаружи, и внутри. Здесь есть кость шерстистого носорога. Это древний вид, обитавший на территории современной России, и в частности Башкирии. В Акбутинской и Каповой пещере нашли резцы, зубчатое орудие и даже бивень мамонта. В зале экспонируются украшения древних кочевников и конское снаряжение. Говорят, стекло разлагается десятки веков, но вот перед вами стеклянный кубок, украшенный сложным орнаментом, которому уже 1000 лет. Кости мамонта нашли работяги-нефтяники. Они работали, ни о чем не подозревали. И тут раз, и такая находка. Это скелет старой самки мамонта. По размерам она была не крупной. Ее величина не превышала живущего ныне азиатского слона. Зуб мамонта весит около 1,5 килограмм. Бедные зубные феи времен палеозоя. На кости мамонта наносят специальное фиксирующее покрытие, потому как сохранить скелет длительное время по-другому просто не получится. В 4 залах выставлено 5500 экспонатов, а в фондах скрывается еще около 240 тысяч. В 2 залах выставлены костюмы народов Башкортостана и атрибуты народных праздников и обрядов. Сарманский олень – самый известный экспонат Музея археологии и этнографии. Ему 2500 лет. Фигуры оленей в таких размерах больше нигде не встретить. Они вырезаны из дерева и обшиты золотыми пластинами. По своему историко-культурному значению сарматское золото является бесценным достоянием и не имеет аналогов на мировом уровне. А это метеорит. Более 30 лет назад он упал в одном из местных совхозов. С виду камень как камень, но он состоит из никеля и железа. Метеорит упал на поле возле Стерлитамака. Уникальность этого события заключается в том, что падение метеорита было вторым в 20 веке в истории планеты. Сейчас на месте падения образовалось небольшое озеро. Музей археологии и этнографии – это не просто музей, это еще и место работы ученых. Тут можно, словно на машине времени, переместись на десятки веков в прошлое. Дарья Шепелева, Руслан Бекбаев специально для Горы новостей.